Круглосуточный информационный канал «Россия-24» продолжает свою работу. В эфире «Вести интервью». Что должно быть на праздничном новогоднем столе и какие новые полезные блюда нужно приготовить в этом году? Об этом поговорим с деканом факультета пищевых технологий Аграрного университета Игорем Газеевым. Игорь Рамилевич, здравствуйте. Здравствуйте. До Нового года остались считанные дни. И, как правило, мы готовимся к этому празднику очень тщательно, изучаем место проведения, наряды готовим и, конечно, праздничный стол. И, подводя итоги года, что интересного и необычного разработали ваши студенты на кафедре пищевых технологий? И каков ваш идеальный новогодний стол? На факультете пищевых технологий разработаны следующие продукты, такие как функциональные рубленые полуфабрикаты и продукты с растительными компонентами, то есть добавление здесь различных видов гороховой муки, рисовой, овсяной муки. Далее кисломолочные продукты, также с добавлением растительных компонентов, кумысный продукт с добавлением меда, что, само собой, увеличивает срок хранения употребления данного кумысного напитка. Далее функциональные напитки, то есть здесь можно отметить йогурт из кобыльего молока с добавлением того же меда, тех же растительных компонентов, различные фиточаи. Недавно презентовали мы такое лакомство, как чак-чак, то есть это национальное блюдо тюркских народов. Зефир, в основу которых входили, в частности в чак-чак, входил такой продукт, как талкан, то есть это крупяной продукт, который содержит большое количество полезных элементов, большое количество витаминов и, соответственно, пыльца обножки. Пыльца обножки мы добавляли в сироп для того, чтобы обогатить ее и вкусом, и, конечно же, микро-макроэлементами, теми же витаминами. Дальше разрабатывали мы фермерские сыры, различные виды мягкого мороженого, ну и другие продукты. То есть силами студентов, магистрантов, молодых преподавателей, то есть только под четким их руководством. Что же касается нашего идеального стола, мы все знаем то, что любой новогодний стол включает в себя столько явств, сколько мы не сможем съесть за один вечер, так ведь? Поэтому здесь, когда подходить правильно к организации вот этого праздничного ужина, наверное, исходя из того, что малыми порциями готовим и используем те продукты, которые быстро не портятся. Для всех нас новогодние праздники ассоциируются прежде всего с застольем и встречей гостей. Вот каким образом продумать меню, чтобы все были сыты и довольны, но чтобы при этом не переедали? Есть одна такая хорошая фраза: а чтобы не переесть, надо есть. Именно 31 декабря, когда у всех полно хлопот в приготовлении ужина, приготовлении организации данного праздника, здесь мы не должны забывать кушать. То есть почему? Так как если мы в процессе приготовления пищи к бою курантов с таким зверским аппетитом набрасываемся на еду, находящуюся на столе, мы тем самым вызываем переедание. Поэтому здесь правильно бы, наверное, организовать стол таким образом: побольше овощных закусок, которые более полезны для человека и, так скажем, занимают больше места, наверное, в нашем любимом желудке. А какие сочетания продуктов недопустимы в одном блюде? Если основываться на раздельном питании, как специалисты раздельного питания говорят о том, что мы не должны включать в наш рацион одновременно употребление хлеба, мяса или хлеба, рыбы, то есть здесь сочетание крахмала и белка. Далее бутерброды с мясом, бутерброды с колбасой, с сыром, то есть сочетание крахмала и тех же углеводов, того же сахаросодержащих продуктов, что само собой может вызвать в нашем желудке брожение, что может сказаться отрицательно на нашем пищеварении, то есть и расстройство, соответственно, нарушение обмена веществ. В общем, всеми нами любимые бутерброды лучше оставить на следующий день на завтрак. Здесь можно включить бутерброды с маслом. Наши любимые бутерброды с маслом, а именно бутерброды со всеми видами другими мы можем отложить на первые числа января, наверное. Если говорить о закусках, о чем важно помнить? Традиционно мы готовим различные салаты на нашем столе, но в частности закуски идеальным было бы то, что, наверное, мы должны будем приготовить те же банальные канапе на шпажках, блюда на вилку, что, само собой, мелкие кусочки, они способствуют тому, что мы чаще двигаемся и меньше переедаем.
Мы все очень любим классический салат оливье и, естественно, не представляем без него нашего новогоднего стола. Но, к сожалению, наличие майонеза делает невозможным его потребление на следующий день. Возможно, вы расскажете нам о каких-то соусах и заправках, которые допустимы в данной ситуации? Майонез можно вполне заменить другими видами соуса. Допустим, соус на основе лимонного сока, соевые соусы, соус на основании йогурта с добавлением чеснока, ну и любые другие. Здесь, наверное, на усмотрение хозяйки. Те же соусы с добавлением базилика, соусы-заправки, которые продаются в любом супермаркете. То есть данные соусы мы можем легко заменить, тот же майонез, или же можем взять нежирную сметану, порядка 20%. И переходим к главному блюду. Это мясное блюдо на столе. Все-таки что лучше, шашлык, мясо в духовке или жареное на сковороде? В качестве горячего блюда, наверное, здесь правильно было бы выбрать это нежирную птицу или рыбу. То есть это можно приготовить их как запечь, потушить или приготовить на гриле. Но данные продукты, они содержат легко усвояемый белок, который переваривается быстрее, чем красное мясо. Поэтому здесь вот бы порекомендовали мы это. Но в силу того, что у нас следующий год свиньи, поэтому мы мясо свинины употреблять, конечно, нежелательно на нашем столе. Вопрос, волнующий всю женскую половину. Какой хлеб полезен, из какой муки? На самом деле хлеб, можно говорить то, что он полезен, то есть некоторые хлебобулочные изделия. Если говорить о белом хлебе, белый хлеб содержит в себе высшие сорта муки, именно пшеничные, и при его употреблении в крови резко повышается уровень сахара, что само собой способствует увеличению выделения инсулина. Инсулин, соответственно, понижает уровень сахара, и в это время при падении уровня сахара вызывает, так скажем, очень хороший аппетит, то есть чувство голода. Поэтому здесь риск переедания. Здесь же мы рекомендуем как продукт, который более полезен из хлебобулочных изделий. Это различные виды хлебов. Это черный, серый хлеб, который в составе своем содержит ржаную муку, которая является, несомненно, полезной. Кроме этого, если же у нас особая любовь к белому хлебу, здесь мы можем использовать тот же хлеб с добавлением цельного зерна, той же гречихи, того же льна. То есть здесь хлеб будет не сколько калорийен, а сколько полезен в силу того, что наличие клетчатки. То есть термин полезности к хлебу все-таки можно применить? Можно применить, причем ученые доказали, если люди употребляют в своем рационе черный хлеб, то они реже страдают такими заболеваниями, как ожирение, раковые заболевания, ну и другие. Ну и какой же 1 января без пельменей? Какие начинки вот лично вы предпочитаете? Что можете порекомендовать? Может быть, что-то интересное, новое? Ну, здесь рецептов, наверное, приготовления пельменей давать не хочется. Каждая хозяйка и в каждой семье, наверное, свой фирменный семейный рецепт есть. А по начинке тоже можно использовать фарш или мясо птицы, мясо говядины или смесь данных начинок. А в частности соусов можно также использовать различные соусы на основании тех же нежирных продуктов, той же нежирной сметаны, кетчупов, различных заправок. Горчица, сметана, кетчуп. И в завершении, что можете предложить в качестве десерта на праздничный стол? В качестве десерта, конечно, обязательно фрукты. Фрукты, они должны быть на новогоднем столе. Именно если говорить о фруктах, у нас самый новогодний фрукт – это мандарин, который содержит в себе большое количество витамина С и просто повышает настроение и придает празднику больше позитива. Но если кроме фруктов мы можем использовать здесь ягодные, фруктовые пюре, различные муссы ягодные, но нужно здесь исходить из того, что фрукты, попадая в наш желудочно-кишечный тракт, они начинают расщепляться и усваиваться именно в кишечнике. Поэтому после употребления основной пищи мы должны выждать некоторое время для того, чтобы дать время уйти пищи в кишечник. И, соответственно, те же десерты, они содержат в себе большое количество сахара, а именно сахар расщепляется в кишечнике. Игорь Рамилевич, спасибо вам большое, что пришли, нашли время побеседовать с нами. А я напоминаю, это была программа «Вести интервью». До встречи в эфире.